Открытие социально важных объектов, таких как Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт Верхней Санебе, состоится совсем скоро, уже в марте. Об этом журналисты узнали на пресс-туре в пригородном районе. Где еще успели побывать и что посмотрели, расскажет моя коллега Марина Караева. Звуки остинской гармошки и доули уже совсем скоро заполнят концертный зал Дома культуры в Верхней Санебе. 200 посадочных мест, просторная сцена, кабинеты ждут молодых артистов и зрителей. В начале марта торжественное открытие, событие которого местные жители ждали долгие годы. Теперь ребятам, которые занимаются танцами, вышиванием, игрой на музыкальных инструментах, не придется тесниться в здании школы. Дома культуры никогда у нас в селе не было. Люди очень с нетерпением этого ждали. И планируем мы открыть для детей множество кружков. Вот в вечернее время люди старшего поколения очень хотят, чтобы к нам приезжали певцы, да, артисты. Вот, и до этого мы не могли их нигде принять. А сейчас, надеемся, в этом году уже артисты к нам с удовольствием будут приезжать. Тут же рядом еще один социально важный объект. Фельдшерско-акушерский пункт тоже готов. Он рассчитан на 50 посещений в смену. Строить его начали одновременно с Домом культуры в мае прошлого года. Медпункт отвечает всем современным требованиям. Об этом говорит и ремонт, и оборудование, которые еще не распаковали. Это один из процедурных кабинетов. Все необходимое оборудование уже завезено. Ждем, надеюсь, через неделю уже откроем ФАП. Следующий пункт по программе пресс-тура – школа в селении Михайловская. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт. Работы начались в январе. Все делается оперативно, уже сняли крышу, полы. Ожидается автономная котельная, новая система вентиляции и безопасности. Будет облагорожен и двор. Здание 1976 года. Капремонт проходит впервые. На эти цели выделили более 60 миллионов рублей. А пока рабочие готовят школу к новому учебному году, ребята учатся в соседнем здании. Занимаются с 8 утра, идут трехсменные занятия. Но в силу того, что это все временно, так как перед строителями поставлена задача, конец мая, 1 числа июня, поэтому пока справляемся. 3 смены, да. Расписание составили так, чтобы не перегружать детей. Все как-то спланировано, и пока без боя у нас тоже учеба проходит. Масштабная реконструкция проходит и в районной поликлинике селения Октябрьска. Она не ремонтировалась с момента постройки 1989 года. С тех пор проводились только текущие мелкие ремонты. Теперь по проекту поликлиника не будет уступать современным медучреждениям больших городов. К основному корпусу поликлиники, которая была необходима для того, чтобы наша поликлиника приобрела, скажем, такой современный вид. На втором этаже поликлиники у нас будет располагаться вся функциональная диагностика, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар и отделение физиотерапии детей. Вот. Третий этаж – это у нас кабинеты участкового звена, да, то есть терапевтического направления. На 4 этаже, вот 4 этаж, тоже у нас достаточно интересные изменения. Значит, на 4 этаже мы планируем создать центр амбулаторной хирургии и инвазивной диагностики, да, что это собой подразумевает. Все операции, которые малые, скажем так, операции, которые возможно будет выполнять на амбулаторном звене, мы их будем делать в поликлинике. Со строек сразу на производство. Журналистам показали мясокомбинат. Цех производит до 5000 килограмм продукции в сутки. В ассортименте около 50 видов колбас и деликатесов. Теперь мощности планируют увеличить. Для этого построили еще один цех, который позволит расширить производство. Новый цех позволит разделить технологические процессы. Это значит, что каждый этап будет происходить в отдельном цеху. Здесь их будет несколько. Сырьевой цех, где будут делать фарш, цех формовки и термообработки. И в последнем цеху продукцию ждет вакуумная упаковка. Новый цех – это не только возможность производить больше продукции. Он поможет создать новые рабочие места. Новый цех позволит нам до 20 тонн в сутки производимой продукции. То есть штат нашего производства увеличится почти в 3 раза. В сегодняшний день у нас работает 14 человек на производстве, а будет работать до 50 человек. Это специальности обвальщики,
это операторы аппаратов. Увеличится у нас специалисты, то есть контролеры качества, технологи, мастера производства, начальники производства и рабочий персонал. Социально важные объекты в пригородном районе строились и продолжают строиться. И работу в этом направлении планируют продолжать. Марина Караева, Мурат Байцаев. Новости Осетии.